реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас до конца года где-то на 1,5%, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения. 60 вопросов, 4 часа 29 минут. Сегодня прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Передние лопаты, снег убирается, потом подсыпается, чтобы предотвратить гололед. Дождались. Зима пришла. Настроение отличное, ситуация на дорогах напряженная. Как справляются дорожные службы? Наряды полиции дежурят в самых проходимых местах, превышают буквально каждые 5 минут. При досмотре сотрудники дополнительно проверяют водителей на трезвость. Сотрудники ГИБДД накануне провели ночной рейд по дорогам Сунжи. Были ли зафиксированы нарушения? Расскажем в выпуске. Надо сделать так, чтобы он закончил уже в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м классе. Он уже знал, куда он идет. Боевой дух и физическая подготовка будущих защитников Родины. Военно-патриотическое воспитание в школах региона обсудили на семинаре. Здесь я изобразила кусочек Италии, хотела передать эстетику этого места. Более сотни картин молодых художников представлено на экспозиции в культурно-досуговом центре «Магаса». Здравствуйте, это новости 24. 4 часа 29 минут длилась 16-я по счету большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Глава государства ответил на 60 вопросов. Президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции в Новоогарёве. Мероприятие включало в себя элементы традиционной прямой линии. Представители российских средств массовой информации задали президенту 44 вопроса. От иностранных СМИ поступило 3 вопроса. Еще 13 вопросов поступили Путину от россиян в рамках формата прямой линии. Традиционная итоговая пресс-конференция Владимира Путина в этом году поменяла свой формат. Сам глава государства в своей подмосковной резиденции Новоогарёва, а журналисты на специальных площадках по всей стране, начиная от Ставрополя, заканчивая Дальним Востоком. Прежде чем вступить в диалог с аудиторией, президент подвел итоги года. Их Владимир Путин сравнил с погодой. А она плохой не бывает. Какая есть, такую и встречайте. И плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит, и которая всех нас беспокоит. Это пандемия коронавирусной инфекции. Не только для России, для всего мира. Мы это хорошо знаем, уже свыше 70 миллионов человек уже столкнулись с ней по данным ВОЗ. Значит, эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Владимир Путин ответил, что пандемия повлекла за собой введение локдаунов, сокращение производства, перевозок, рабочих мест, падение доходов. Однако, по словам президента, Россия встретила пандемию достойно и отчасти лучше, чем другие страны мира. Производство продукции сельского хозяйства России показало рост почти на 2%, а прибыль банков составила более триллиона рублей. При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем море по всему миру расплескался. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретились отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения. Владимир Путин заявил, что система здравоохранения России достойно отреагировала на пандемию коронавируса на фоне остальных стран мира. На 100% к такому не была готова ни одна система здравоохранения в мире. Наша же оказалась более эффективной. По его словам, на начало пандемии потребность в койках составляла 95 тысяч, а сейчас уже развернуто 270 тысяч. Также было построено 40 центров для коронавирусных больных. Все познается в сравнении. По сравнению с тем, что в мире происходило, конечно, наша система оказалась более эффективной.
Я сейчас скажу о недостатках лекарств и там, о других проблемах. Это само по себе, само собой разумеется. Это все есть, мы это все видим. И анализ даже вот поступающих вопросов, и в вашем вопросе это звучит, говорит о том, что далеко не все решено. Но, вот смотрите. У нас на момент начала пандемии, когда только первые сигналы пришли от наших друзей из Китайской Народной Республики, что там есть проблема подобного рода, мы сразу среагировали на границе. И выиграли, я тогда уже много раз об этом сказал, выиграли время для того, чтобы начать активную подготовку к тому моменту, когда придет это в большом масштабе и количестве к нам. Мы выиграли это время. Начали быстро разворачивать и саму систему здравоохранения, и все, что связано с предупреждением пандемии. Коснулись на конференции и дополнительных выплат работникам красной зоны. Эти жалобы поступили в колл-центр, а на столе президента целая папка бумаг с обращениями по этой теме. Медики Нижегородского военного госпиталя не получают доплаты за работу с коронавирусом с сентября. Мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые еще не решены и которые связаны с закупкой СИЗОВ, там, с средств индивидуальной защиты, подготовкой лечебных заведений, учреждений для борьбы с ковидом. И 5 миллиардов, даже чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому. В Рязанской области знаю точно, что из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему там до сих пор людям не дают эти лекарственные препараты, непонятно. Обязательно с этим будем разбираться. Далее говорили о снижении уровня жизни населения страны. Владимир Путин признает, что ситуация сложная. Пандемия связана с закрытием целого ряда производств, с ростом безработицы, со снижением уровня доходов. И это они видят и понимают. Президент заявил о плане правительства по снижению количества людей, живущих за чертой бедности к 2030 году с 13,5% до 6,5%. Кому пандемия, как говорится, война, а кому и мать родная. Производители в России резко подняли цены на продукты первой необходимости. Это сахар, мучные изделия, подсолнечное масло. Все производится в России, так почему же растут цены? Владимир Путин отметил, что производители не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые. Оскорбление чувств верующих всегда будет иметь ответную реакцию, однако она не должна быть агрессивной и приводить к лишению жизни человека. Так прокомментировал ситуацию с публикациями карикатур на пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, президент России. Главу государства спросили про убийства в Европе из-за карикатур и как в России удается избегать такие случаи. Те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию. Но с другой стороны, эта ответная реакция не должна быть агрессивной. И во всех мировых религиях, в том числе и в христианстве, и в исламе. Я вот недавно же приводил даже цитаты из священных писаний, из Корана, из Библии, из Торы, из священного писания буддистов. Во всех мировых религиях, значит, нет намека на агрессию. И попирание твоих прав предполагает, что при попирании прав, в том числе прав верующих, реакция не должна быть направлена на лишение жизни человека, что в принципе противоречит самому духу любой мировой религии. Господь жизнь дал, и только Господь может ее забрать. Вот это никто не должен забывать. Мы как к этому относятся в России? И вы спросили, а что мы делаем, чтобы такого не произошло? Вы знаете, Россия складывалась изначально именно как многоконфессиональное государство. И у нас сложилась определенная культура отношений между представителями различных религий.
Это чрезвычайно важное наследие, доставшееся нам от наших предков, переданное нам прежними поколениями. В нашей стране было очень много, в истории много было трагических, тяжелых, можно сказать, черных страниц. Ну, вот смотрите, депортация народов некоторых после Великой Отечественной войны. Это такая острая тема, мы стараемся как бы лишний раз об этом не говорить. Но, тем не менее, это же было в нашей истории. Я сейчас не буду давать оценок того, что произошло. Ясно только, что представители тех народов, которые подверглись таким репрессиям, их представители же, во-первых, с хлебом, с солью встречали оккупантов, представители почти всех этносов Советского Союза, там, где оккупанты входили. Ну что, таких не было, что ли? Да предатели везде были. И в то же время были люди, которые героически сражались за интересы своей Родины до последнего вздоха, до последней капли крови. В том числе представители тех народов, которые были репрессированы, кстати говоря. Но я к чему это все говорю? Я говорю к тому, что не было репрессий по религиозным соображениям. То есть репрессии в отношении священников были со стороны советской власти, но они касались всех священников. Не было выборочного преследования за какую-то конкретную религию. Вот этого никогда не было в нашей стране. Понимаете, это чрезвычайно важная вещь. Но я о чем говорю? О том, что между представителями различных религий и, кстати, не только религий, но и атеистов, она вырабатывалась у нас веками. И поэтому у нас, слава богу, никто и не допускает вот таких оскорбительных выпадов в отношении представителей тех или других конфессий. Надеюсь и очень прошу всех вас об этом, чтобы этого никогда и не было. Потому что это будет разрушать нашу страну изнутри. Мы не можем себе этого позволить. А то, что происходит в некоторых европейских странах, там, знаете, ведь в чем дело? Там, вот, скажем, в некоторых европейских странах там представители, скажем, ислама составляют где-то около 10% от местного населения. Но они, как правило, иммигранты. Или иммигранты во втором, в третьем поколении. А у нас-то представители разных конфессий живут в своей собственной стране, а у них нет другой родины. Вот это очень важная отличительная черта того, как складывается и складывалось до сих пор взаимоотношения между представителями конфессий в нашей стране и, скажем, в европейских странах. Поэтому там этот проект мультикультурализма, он потерпел фиаско, крах, о чем многие, призывавшие к этому проекту и к его реализации, вынуждены были признаться в том, что он развалился. А у нас он сложился сам по себе на протяжении веков. Не обошлось на конференции и без острых углов. Дело отравления Навального, арест Фургала и Сафронова, а также поправки в Конституцию России. У Путина спрашивают, стоило ли это того, и планирует он баллотироваться на следующих выборах. Значит, по поводу того, что стоило делать или не стоило делать в рамках поправок в Конституцию. Знаете, у меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то, то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило. А если пойдет, то стоит делать. Я для себя еще не принял решение. Пойду, не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать, посмотрю. Владимир Путин также отметил меры поддержки семей страны. В 2021 году помимо социальных выплат около 15 миллионов детей получат новогоднюю единовременную выплату. Об этом глава государства заявил в конце конференции, которая продлилась почти 4,5 часа. За это время он ответил на 60 вопросов. Муслим Ганиев, Новости 24.
Зима в Ингушетии вступила в законную силу. Сегодня после обеда в регионе начался сильный снегопад, который повлек за собой ряд проблем для автомобилистов. Обильные осадки стали причиной плохой видимости и гололеда, из-за чего участились мелкие аварии на дорогах. В свою очередь, дорожные службы не дремлют и активно подсыпают центральные улицы специальной смесью. Водителей, впрочем, как и пешеходов, призывают быть осторожнее. У нас 4 единицы техники, проводим по нашим дорогам работу. Дороги растают после подсыпки, дороги тают, и еще передние лопаты, снег убирается, потом подсыпается, чтобы предотвратить гололед. А техника всю ночь будет работать или как? Пока не закончим все дороги, порядок не приведем, всю ночь будем. Учащиеся школ Ингушетии уйдут на внеплановые каникулы. Такое решение принято сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Связано оно с увеличением количества учащихся с диагнозом ОРВИ и большим количеством педагогов с подтвержденным заболеванием новой коронавирусной инфекции. По данным Министерства образования и науки Ингушетии, за время проведения утренней термометрии среди учащихся школ положительные результаты с температурой 37 и выше выявлены у 2842 детей. Они освобождены от занятий. У 82 учащихся подтвержден COVID-2019. Еще у 3972 ОРВИ. 585 педагогов находятся на больничном. Из них болеющих коронавирусом 192. В результате обсуждения ситуации на основе рекомендаций Роспотребнадзора членами оперативного штаба принято решение об установке периода зимних каникул, внимание, с 21 декабря 2020 года по 12 января 2021 года. При этом учебный план будет скорректирован таким образом, чтобы пропущенные темы были включены в программу третьей четверти. Вышли в ночной рейд. Сотрудники ГИБДД накануне устроили проверку водителей на аккуратность, порядок с документами, отсутствие тонировки и адекватное состояние за рулем. Этого достаточно, чтобы продолжить свой маршрут. О результатах очередной акции безопасности в репортаже Идриса Ижиева. С наступлением темноты город освещается красно-синими огнями. Профилактические рейды в связи с ухудшением дорожной статистики в последнее время как раз, кстати, тонировка, скоростной режим, вождение в нетрезвом состоянии – основные правонарушения, выявляемые в ходе мероприятия. Надо отметить, что скорость – самая основная проблема нашего региона. Наряды полиции дежурят в самых проходимых местах, превышают буквально каждые 5 минут. При досмотре сотрудники дополнительно проверяют водителей на трезвость. Сегодня выпивших за рулем пока не замечено, зато других нарушений хватает. Проверка документов, разъяснение причины остановки. Если нарушают впервые, то предупреждение. Если нет, штраф. В основном под штрафные санкции попадают тонированные авто. Тонированные ехал. Это тонировки отсятся. Тонировки. Всего в Сунже дежурят 4 наряда. Распределены они по всему периметру города. Самый оживленный центральный круг. В непосредственной близости торговые центры и магазины, поэтому поток машин здесь огромный. Не обязательно нарушать. Сотрудник может остановить автомобиль для проверки документов. Инспектор за рулем, паспорт, право на машине есть. В ходе рейдовых мероприятий в течение нескольких дней правонарушений было огромное количество. Статистика нарушений правил ПДД, к сожалению, не снижается, а лихачество на дорогах остается главным бичом нашего региона. За последний период у нас произошло очень много, потому что транспортных происшествий, к сожалению, гибнут и количество жизней людей. В том числе у нас есть и дети, которые пострадали в дорожных транспортных происшествиях. На рейдовое мероприятие вынесено 36 административных материалов, в которых было вынесено административные протокола именно по тем лицам, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Было выявлены лица, которые управляют транспортным средством ранее лишенными права управления, это по 264 прим. 1, с подложными регистрационными знаками, тонированными транспортными средствами без регистрационных знаков. То есть все эти лица выявлены были и призваны к соблюдению правил дорожного движения.
Рейдовые мероприятия продолжатся. Во всех населенных пунктах будут дежурить наряды ДПС. Правоохранители призывают жителей проявить сознательность. Дорога – это единый механизм, где одно нарушение провоцирует ряд необратимых последствий. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Госдума приняла законопроект об электронном обжаловании штрафов за нарушение правил дорожного движения. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной. Подать заявление об обжаловании можно будет через портал госуслуг или посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда. Жители южной части селения Нестеровская остались без воды. Причина – неисправность насоса, причем ветхим его никак не назовешь. Проблему решают на протяжении нескольких дней. Когда закончат ремонт, узнаем у нашего корреспондента. С утра бригада рабочих приступает к установке нового насоса мощностью 10 кубов в час. Предыдущий прослужил всего лишь 3 года. Поломка оказалась не подлежащей восстановлению. Насос ехает от перепада напряжения. Скважина находится по улице Красина и обеспечивает водой более 4 близлежащих улиц южного сектора села. Сотрудники водоканала разобрали конструкцию водоскважины по частям и в течение суток ждали новый насос для установки. Теперь заняты сборкой, завершат сегодня же. За ходом работ следят местные жители. Например, Людмила Коригова живет напротив и время от времени интересуется у специалистов, когда пойдет вода. Каждый день. Новый насос ничем не отличается от предыдущего. Он показал уже свою надежность. Всего в Нестеровской 7 скважин общей мощностью 125 кубов в час. По заявлению главы сельского поселения, воды достаточно для обеспечения жителей в зимний период. Летом нехватку чувствует 60% населения. К лету 2021 года проблема уже будет полностью решена. До конца января зачих угел скважин дополнительно охлаждать. И через правительство заложено дело, отдача, каши скважины. Каши скважины. Да, мы ушер дело, да, лянд сам запустить осени, плохолили ты держмай каяться накопитель, сам накопитель вот эти 100 кубов. Вот же я, мы ошибаемся метр, я халяли уже до конца января дело, уже был. Благодаря дополнительным скважинам мощность подаваемой воды на село увеличится в 2 раза. Этого достаточно, чтобы забыть о дефиците. Говоря о Сунжинском районе, то в селах проблема с водой решится до конца этого года. Ворх скважин вел, угаживает водоканал обеспечивать лишь. А Сунжи вел харлановые головные насосные станции вел. 6 станции Сунжи город обеспечивает лишь. Троицкий обеспечивать часть Малгобек тут с Карблакью ГНС Карблакью обеспечить. Я их Малгобеки, Малгобекский район обеспечивать. А по Харланову ушировей Сунджихи художи шико и насос хитсавет сейчас. А ГНС глубины насоса же хуциш, тоешь, ачекаш, новый иешь главаз и царь насоса это прит насоса, же насос же ачекай ох. Канташу икай, Сунджи икай, Назани икай, эмотки же дагр дел это стоишь доктор. Схи нахат ахвач долж. Ветхие трубы стали второй проблемой после слабых насосов. Добытой воды сегодня достаточно, чтобы обеспечить всех жителей. Подводят конструкции из-за своего долгого срока служения. На сегодняшний день вода также отсутствует за каналом в Назране. После открытия шлюза за линию канала трубы, не выдерживая мощность, лопаются. Далее Асканова, Адам Гулоев, Хасмагомед Майсигов. Новости 24. Сегодня в Вооруженных силах России отмечается памятный день – День ракетных войск стратегического назначения. Они были созданы по решению правительства СССР. Сегодня это главный компонент стратегических ядерных сил страны. Они находятся в постоянной боевой готовности, а на их основном вооружении состоят ракетные комплексы 4-го и 5-го поколений. Стратегия развития подразделения на ближайшее время предусматривает прежде всего поддержание боевой готовности существующей группировки войск, максимальное продление сроков эксплуатации ракетных комплексов, а также развитие системы боевого управления войсками.
Как воспитать в молодежи ответственное отношение к отчизне? Путей много. Один из них – организация на должном уровне уроков основ безопасности жизнедеятельности, основ военной службы. Семинар-совещание на эту тему с участием работников комиссариата прошел в 6-й школе Насыркорта. Тамара Шагульгова расскажет об этом. Этот семинар как способ объединить усилия преподавателей основ безопасности жизнедеятельности, основ военной службы и работников комиссариата. Формирование и воспитание патриотической личности – задача не только семьи, но и образовательных организаций. Надо сделать так, чтобы он закончил уже в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м классе. Он уже знал, куда он идет. Башир Сакалов преподает вот уже несколько лет. Говорит, что часов, отведенных на общую военную подготовку, очень мало. Однако старается охватить все задачи – от знакомства со спецификой службы до воспитания в подопечных чувства патриотизма. В работе в нашей школе одной из главных задач является воспитание и обучение подрастающего поколения. Основное направление мы делаем на воспитание учащихся в плане духовно-нравственного воспитания, физическая подготовка и, естественно, патриотическое воспитание, развитие патриотических чувств у учащихся. Занятия нужно организовывать согласно требованиям строевого устава, приближенного к армейским условиям, что не во всех учебных заведениях проводится на должном уровне, говорят на встрече. Об этом говорит слабая подготовка некоторых будущих защитников страны. Семинар, конечно, очень полезно. То, что все наши недостатки, которые у нас были высказаны, чтобы мы их устранили. Собравшиеся уверены, именно такие встречи в корне помогут изменить ситуацию, когда у подрастающего поколения теряется интерес к военной службе, ее престиж. К сожалению, не 100% обеспечены инвентарем наглядной агитации, класса. И свое, допустим, я, конечно, сказал, эту работу обязательно будем вести и впредь. Сейчас, конечно, написана заявка о том, что оказать помощь из правительства в выделении этих средств. Я думаю, в 2021 году мы, наверное, все-таки добьемся, чтобы у нас были образцовые кабинеты. В планах у организаторов проведение выездных встреч непосредственно во время самих занятий ОБЖ и ОВС, чтобы увидеть, как строится учебный процесс, а значит и выявить возможные недостатки и прорехи в его организации. Тамара Шагульгова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Выставка молодых художников прошла в культурно-досуговом центре Магаса. Студенты Ингушского госуниверситета подготовили экспозицию из более сотни картин. Выставка приурочена к прошедшему Всемирному дню художника. Репортаж Хавы Газиковой. Разнообразие картин впечатляет. Богатая кавказская природа, абстракция, натюрморт и другое. Особенное внимание приковывает эта работа. В нее вложен глубокий смысл. Автор хотел изобразить многовековое языческое прошлое и исламское настоящее нашей Родины. Особенно завораживает арабская вязь, образовывающая солярный знак. Национальные мотивы прослеживаются почти во всех работах начинающих художников. Горная Ингушетия действительно поражает изобилием красок и сочетаний цветов. Для Хади Цароевой именно природа родного края служит главным вдохновителем. Сегодня представлено 7 ее картин. Все они олицетворяют душевное состояние. Последние две – яркий пример разнообразия чувств и настроений. Каждый черпает вдохновение из разных источников. У меня это, например, может быть с красивых мест, с красивых людей и со всего, с чем связана эстетика мира. Данные две картины. Здесь я изобразила кусочек Италии, хотела передать эстетику этого места. Рисовала я акрилом на холсте. И здесь у меня ночной Нью-Йорк, который мне очень нравится, этот город. Поэтому я пыталась передать красоту ночного Нью-Йорка. Экспозиция состоит из более чем 100 картин. У каждого мастера свой неповторимый почерк. Способы написания тоже разные. Кто-то работает гуашью, некоторые предпочитают классику, нанося изображения исключительно маслом. Арсамак Салтамаков относит себя к последним, ведь, по его мнению, пейзажи получаются куда ярче и точнее. Техника сложная и требует большого количества времени. В данный момент у меня не идеально, где-то 50 на 50, но я думаю, со временем у меня получится более красиво рисовать, как и художники. Твое состояние, внутреннее, наружное состояние тебе помогает рисовать различные рисунки, картины. Планирую дальше участвовать в выставках, создавать себе, для себя, для души картины тоже.
Работы представили студенты Ингушского государственного университета. Организаторы ставили перед собой задачу продемонстрировать публике художественный талант молодых людей. Сегодня вы видите, что картины на разные темы идут. И я очень надеюсь, что творчество студентов будет еще дальше развиваться. Мы выставки будем еще продолжать. В частности, мы сегодня решили, что вот ребята сами изъявили желание более масштабно. Мы ее проведем еще в марте-апреле месяце. Мы хотим пригласить на эту выставку еще с участием наших художников, известных в Республике Ингушетия. И да и не только художников. Я надеюсь, нам условия позволят нам провести более масштабно эту выставку с участием большого количества гостей, как нашей республики, так и других регионов. Положительные отзывы и широкая огласка в социальных сетях придадут молодым художникам дополнительный стимул для совершенствования своих навыков и продолжения творческой деятельности. На то, чтобы полностью раскрыть свои способности, времени предостаточно. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.